Эта стела еще раз напоминает о том, что журналистская профессия одна из самых сложных. Символично, что знакомство с республикой гости из зарубежных стран начинают со сквера журналистов. Первым делом они почтили память погибших коллег. Не боясь ни пуль, ни осколков, не боясь ночных убийств, не боясь тех страшных катастрофических боевых действий, которые шли на территории нашей республики, говорили правду о том, что здесь происходит. Они ее буквально кричали. Иногда это был последний крик, последний вопль, последний стон о той боли, которую испытывал наш народ во время этих страшных войн. Знакомство с современной историей Чечни продолжается в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Гостей особо заинтересовал рабочий кабинет первого президента Чечни. Иностранные журналисты стараются запечатлеть каждую деталь на видео и фотокамеры. Посещение нескольких объектов, у меня очень положительные эмоции. Я просто рад увидеть тот город, цветущий город, который в течение небольшого периода времени из послевоенных руин преобразовался в такой современный архитектурой и инфраструктурой современный город. Чуть позже иностранных гостей встречают в тепличном комплексе «Родина». Гости интересуются всем, начиная от поддержки правительства и заканчивая условиями работы на местах. Инновационные технологии позволяют добиться высокой урожайности. Только с 1 квадратного метра здесь получают 53 килограмма. А это более 5 тонн экологически чистых томатов в год. На сегодняшний день в Родине у нас построено, уже введено в эксплуатацию 30 гектаров тепличного комплекса. Полностью соответствующая инфраструктура к этим тепличному комбинату. Параллельно идет 380 гектаров посаженных интенсивной технологии сады. Ну и, соответственно, под эти сады выстраивается дополнительная инфраструктура. Продукция «Родины» реализуется не только в Чечне, но и в ряде российских регионов. Гости и сами смогли оценить вкус чеченских фруктов и овощей. Журналистам интересна и духовная жизнь республики. Иностранцев удивило великолепие мечети Сердца Матери в Аргуне. Одновременно святыня может принять до 15 тысяч верующих. Главным украшением является центральная люстра. Она весит 7 тонн и достигает 30 метров в диаметре. Гости выразили восхищение увиденным и признаются, что это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Что главное мое впечатление? На каждом шаге ощущается порядок, мир, чистота. Люди спокойно живут. Это очень хорошо. Я очень много слышал про Чечню, про Грозно. Ради увидеть это все своими глазами. Мы были в тепличном предприятий, где выращивают на мировом уровне овощи, фрукты, все свои там экологически чистые. Мечети просто слов нет. Какой порядок, какой подарок это для верующих, что имеете такой мечети. Это грандиозно, это великолепно. А это уже высокогорье. Кизиной Ам встречает представителей СМИ, как и подобает кавказцам, вайнавскими блюдами и национальными танцами. Приезжие даже пустились в пляс. Даже дождливая погода не помешала им насладиться горными пейзажами и потрясающим видом на озеро. Кизиной Ам притягивает многочисленных туристов из России и за рубежа. А для журналистов знакомство с республикой на этом не заканчивается. Оно продолжится и завтра. Хавая Дива, Адам Чекуев и Юсуп Успанов. Новости.